Ура радіо. Моц настрою. Вітаю, гэта прамы эфір Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Міхась Сільгін. Адразу хацеў бы нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у сацыяльных сетках ВКонтакте, Фейсбуке, Аднакласніках. Там у каментарах пад гэтым відэо можете задаваць пытанні нашаму госцю. Іх я абавязкова агучу. А гость нашай студыі стендап-комік, сцэнарыст і арганізатар стендап-мерапрыемства ў Мінску Дима Нарышкин. Прывітанне. Привет. Привет. Ребят, я буду говорить с вами, все, кто смотрит, слушает нас, и конкретно с тобой, Миш, а мы с Мишей знакомы. Буду говорить по-русски, к сожалению, потому что мой белорусский оставляет желать лучшего, и на тросянке я бы не хотел говорить, потому что эту юмористическую нишу уже занял один человек, и как бы я не претендую. Да, и он не про мяне. Да. Ну что, Дмитрий, як справа распавядай? Да нормально, все хорошо. 1 апреля, обычный день на самом деле. Меня удивил тот факт сегодня, что мы пережили уже век вот этих глупых розыгрышей, каких-то подстав, приколов, вот этого всего ненужного 1 апреля. И люди уже, мне кажется, вышли в своем понимании юмора, что если они хотят, они просто в любой день в Минске можно пойти куда-нибудь, много мест, и насладиться просто юмором. Не обязательно ждать 1 апреля. Ну, шмат хто лічыць, што менавіта ў гэты дзень трэба кого-нибудь разыгрывать. Да, да, многие считают, что именно в этот день у них очень хорошее чувство юмора. Раньше так было. Все эти прикольчики. Тебя сегодня кто-нибудь разыграл? Нет, меня не разыграл, но я сегодня отметил, мне очень понравился пост у Владимира Цеслера. Он классную картинку сделал, белую, на которой написал: «У тебя спина бело-червоно-белая». И это очень круто. Ну, я так раніцай у Твиттере пожартовал. Да? Так, ну, блин, это весьма на поверхности, так скажем. Ну, оно, да, оно на поверхности, но хотя бы один это сделал, да, то есть, ну, я, может быть, не на всех тех подписан, на кого ты, вот, я, может быть, для меня утро бы началось по-другому, но мое утро началось с того, что я в Инстаграме посмотрел пару телочек, вот, у которых копыта, вот, которым надо чистить их иногда, да, вот, и поэтому я ничего такого не увидел, поэтому Цеслер меня порвал. А тебе кто-нибудь разыграл сегодня? Ну, меня конкретно, я думал, ты меня разыграешь, что я приду здесь на эфир. Ну, я же тебя загодя запросил. Так что... Ну да, но как бы сам розыгрыш бы мог здесь состояться. Что я приду на эфир, а здесь на самом деле будет не эфир, здесь будет кожаный большой диван черный, да, мужики, ни одной женщины, и вот это был бы, конечно, стрёмный розыгрыш. Ну... Типа, Дим, пройди кастинг. Ну, наступным разом, может, так и заранее. Не надо, пожалуйста. Я как раз таки прошу, вот этого не надо. Потаемные жадания такие. Добра, Дима, мне асабіста здаецца, што стендап у апошнія гады стаў настолькі папулярным жанрам, што уже хіба не трэба нікому тлумачыць, што гэта такое. Мне падаецца, што... Есть еще, извини, что я перебиваю тебя. Можешь в меня плеснуть водой, я прикроюсь микрофоном. Есть еще. Вот сталкиваюсь с тем, что надо доносить. И, скажем так, рынок Минска, он еще достаточно емкий. И надо, чтобы как можно больше людей посещало живые мероприятия. Каждый день сейчас в Минске, ты знаешь прекрасно. Миша, кстати, если вы не знаете, стендап-комик тоже. Починаючи. Вот. Каждый день в Минске проходит от 1 до 4 мероприятий в день. Выбирайте понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Просто вбивайте хэштеги и поисковики. Ну, было бы странным, если мы начали бы сейчас все это перечислять, но в любой из дней вы можете выбрать, куда сходить на стендап-комедию, на любое юмористическое мероприятие. И я молчу про большие привозы. Ну так, мы про гэта паговорым пазней. Ну, сапраўды, я некалькі месяцаў таму пераехаў у Мінск, і я пачынаў займацца, спрабаваць сябе ў стендапе ў Берасці сваім родным. І там адкрыты мікрафон, трэба такі слоўнік стендап-коміка зрабіць, што адкрыты мікрафон — это мерапрыемства, дзе комікі правяраюць свой гумар, правяраюць свае жарты. І у нас вось там адкрытыя мікрафоны праходзілі раз на 2 тыдні. Ну, да. Ну, если мы возьмем Брест, 250 тысяч населения примерно. 300. Ну, 50 тысяч я только что отправил за туалетной бумагой в Польшу.
Вот. Но это обычно любят минчане так вот. 300 тысяч, не хочу никого обидеть из Бреста. Динамо Брест, молодцы. Ну, футбольный клуб, я имею в виду. Вот. Значит, значит, очень много работы. Надо больше создавать мероприятий, чтобы там было не раз в неделю, а там хотя бы, раз в 2 недели, хотя бы раз в неделю. Значит, надо как-то больше шире идти к людям, мероприятия создавать. Я знаю организатора Вову Шабанова. Вот. Я знаю, что ему нелегко приходится. И Андрей Щегель из Украины я тут привез, интересно, в Брест. Брест отметился тем, что стаканом кинули в гости из Украины. Спасибо, Брест. Ну да, я хіба ніколи не забуду гэты выступ. Я так само туды выступал на разогреве. Да, кстати. А я должен был выступать, повредил колено, которое до сих пор ремонтирую. И меня так разозлили, что я тогда сам поднялся на сцену и такую тираду устроил, что я сам потом думаю, ничего себе, что натворил, наорал на людей. Вот. Ну, после этого будешь запрошать еще гостей? Да, буду. Один человек — это не показатель. Я не ставлю никаких клише по поводу городов никоим образом. Но это могло случиться и в Минске. Это могло случиться в самом культурном городе мира. Я не знаю, какой это город. Даже в самой культурной, там, не знаю, Норвегии, Швеции. Я вспоминаю просто. Ирландия, наверное, является сейчас одной из таких. Ой, не Ирландия, господи. Еще севернее над Ирландией кто? Гренландия. Исландия, все. Вы поняли, что у меня по географии крепкая девятка. И суть в том, что это может случиться где угодно. Никто не застрахован от пьяного быдла, вот, которое совершенно случайно оказалось. Но давайте отметим, что милиция приехала за 3 секунды в брониках с калашами. Причем еще половину бара хотели просто увезти с собой. Ну, было забавно, что тады Андрей выступал в той час, и еще матерился со сцены, и дивно было, что его так само не забрали. Нет, там был самый прикол, когда уводили этого чувака, помнишь, и Андрей начал петь наш гимн. Мы белорусы, мирные люди. И это было очень смешно. Ну, але все равно некая такая... Ну, осадок был... Ну, вечер был сапсаваны, правда, мне сдается. Ну, да. Ну, двигаемся дальше. Слушай, я выступал как-то в Гродно, в стриптиз-баре, на 3 бандитов, на 4. У одного было день рождения, он заказал, и 3 друга бандита. Кого он заказал? Заказал меня. Но шутить они... Вот. Но это был как расстрел. Вот. Ну, я называю номинально бандитов. У нас уже известно, что в стране преступности нет. Вот. И на баре сидели... Так скажем, персонаж из 90-х. Да, персонажи из 90-х. Очень серьезные ребята. Я с уважением к ним отношусь, потому что у меня до сих пор как бы... Мы очень редко общаемся после того случая. И... Значит, там произошла не очень приятная ситуация, на которой я выругался и пошутил, но очень грубо и дерзко. Но они засмеялись, и тогда они обратили на меня внимание. И я после этого вот думаю, я был вот где-то на краю. И поэтому то, что в Андрюху кинули стаканом, ну, посмотрим, можно коллекционировать такие истории. Можно прям целый паблик сделать, где будем собирать самые-самые странные случаи со стендапа. Можно такое сделать интерактивную мапу стендап. Да. В Беларуси, где там Берасти, Червона, вот можно прилететь стаканом. Да. Вчера Виталий Петрашко, он ездил выступать в Литву, и он рассказал, что там комик, у него интерактив, он, чтобы привлечь к себе внимание, кинулся на стол. Ну вот представь, ты сидишь на стендапе. Панчлайн. Да, это был панчлайн. Это была его самая сильная шутка, и он решил добить их. Вот он просто со сцены прыгнул и упал на стол, комик. И его потом Виталий спрашивает. Ну, это шутка Виталия, он расскажет этот бит и не раз, но это было очень смешно и неожиданно. Я говорю, да ладно, чувак, серьезно? Вот прям вот так? Он говорит, да. Просто кинул. И он это оправдал тем, что он хотел привлечь внимание. Вот. Такие стендап-комики в Литве местные, они кидаются на стол. Яка, на твою память, какая была реакция на твой выступ, самая жорсткая, может?
Самое жесткое, но оно давно это уже было. Появляется уже какое-то некое воспитание. Потому что появилась прослойка стендап-комиков, которые достаточно хорошо могут правильно донести, что же сейчас будет на сцене. Особенно людям, которые впервые пришли на стендап-мероприятие. Они объясняют, что... И прямо говорят по поводу хамства, невежества вот этого типа «А Галыгина давай». Вот бывают люди такие, типа «Галыгин будет». Есть люди, которые дагэтуль памятают, кто такой Галыгин? Да. Ну, Вадим достаточно известный юморист, не знаю, комиком назвать, именно стендап. Я с уважением к нему отношусь. Нет, просто... так само спавага, просто его так, здаецца, давно уже так не бачу. Не, ну у него... Ну, акрамя этого 8 сакавіка... Подожди, у него очень огромная аудитория сейчас в Одноклассниках, он делает проект анекдоты. Что-то связано, анекдоты шоу или шоу анекдотов, и там миллионные просмотры. Я просто работал в Москве с режиссером на проекте, который снимает Вадиму это. Вот. И достаточно успешный проект. И я вижу, они перезаливают потом, если не ошибаюсь, на YouTube, наверное. Но просто он нашел свою аудиторию. И это, кстати, один из главных тезисов стендап-комедии в принципе, не только в Беларуси, чтобы каждый нашел свой... Наверное, нам еще лет 20 учиться просто выступать. Но параллельно нам каждому надо искать свою аудиторию. То есть там я могу из 10 людям 8 не быть смешным абсолютно. Но 2 они будут говорить: «Во, вот это то, что нам надо, давай побольше нам этого». Вот. Какая твоя аудитория, до речі? Моя аудитория? Как ты сам думаешь, лишишь? Я не знаю, честно. Но я уже внутри подсознательно, я сейчас сделаю чистосердечное признание. Подсознательно я работаю на девушек 25-35, и я вижу, что некоторым нравится то, что я говорю, и мои образы. И так как я человек холостой в разводе, я, наверное, вот в эту сторону больше. Здається, мы все на эту аудиторию. Ну вот, и узнали твою зонную аудиторию. Добре, девушки. Разобрались, а что, может... Про твою позицию стендап-комедии, як ты ее бачишь? Моя позиция? Что есть твоя комедия? Моя комедия? Ну, когда я начинал выступать... Коли это было, до речі? Лет 7 назад, получается. Один очень известный, самый известный белорусский стендап-комик, реально стендап-комик, это сейчас без иронии, за что я ему благодарен. Он просто... Я был писакой рядом в банде, это Слава Комиссаренко, и он просто сказал: хватит писать, ты должен выступать. Я очень сильно боялся сцены, катастрофически сильно боялся сцены, и он применил шантаж. Он сказал: если ты не будешь выступать с нами, ты не будешь писать с нами и тусоваться. Я выступил, и просто когда я выступал, я понял, что я больше после этого... Ну, я не смогу без сцены. Ты знаешь этот кайф, ты выходишь, говоришь хорошую шутку, ты знаешь, что она хорошая. Она заходит вот так вот волной, так пошла. Ну... И ты стоишь и такой: смотрите, что я умею. И тебе хочется повторить это еще больше и больше и больше. Наркотик? Это правильный наркотик. Он дает энергию людям в зале, он дает тебе тоже очень много саморазвития, признания, тщеславия, в конце концов, и так далее. И в конце концов, пока ты пишешь шутки, твой мозг, ну, хоть как-то работает постоянно, в каком-то хотя бы направлении. Да, мне тут подказывают, что нам треба перерваться на музычную паузу и на выпуск новинаў. Пасля гэтага мы абавязкова павернемся да размовы са Змітром Нарышкіным. Ад самага сэрца Еўропы. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радіорація 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны у интернете по адресе euraradio.fm и euraradio.by. Слухай «Еўрарадыё» праз спадарожнік Астра 4А.
Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Долучайся до нас у социальных сетках. Еврорадио. Час ведать, что отбывается. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. У Беларусі перамог Уладзімір Зяленскі. Пра гэта сведчаць вынікі галасавання на выбарах прэзідэнта Украіны на 2 участках у нашай краіне. Ужо падлічаныя ўсе 100% бюлетэняў, змешчаныя на сайце ЦВК Украіны. Агулам прагаласавалі 1053 чалавекі. Гэта ўдвая болей, чым на мінулых выбарах. Зяленскі набраў 41%. Тым часам ужо вядома, што ва ўкраіне будзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Па выніках падліку 85% бюлетэняў у яго выходзіць Уладзімір Зяленскі з падтрымкай у 30% і Пётр Парашенка з 16% галасоў выбаршчыкаў. Дзейны прэзідэнт Украіны Пётр Парашенка ўжо заклікаў свайго апанента ўзяць удзел у дэбатах, каб вызначыць, хто з іх будзе лепшым кіраўніком краіны. Щоб не було жодних сумнівів. Вибори в другому турі і ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати. І хто буде ухилятися, він буде знати, що їм нема чого сказати. Заявіў Парашенка. Адзначым, што другі тур выбараў мае адбыцца праз 3 тыдні. 14 красавіка ля сцен Крэўскага замка мусіў стартаваць ультратрэйл і веламарафон «Вітаўт». Але цяпер спартыўнае мерапрыемства пад пагрозай міліцыі выставіла арганізатарам суму 5500 рублёў за ахову масавага мерапрыемства. Адна з арганізатарак «Вітаўта» Святлана Манастырская распавяла, што правесці старт з такімі дадатковымі выдаткамі немагчыма. Ну а больш інфармацыі запрашаем чытаць, слухаць і глядзець на еўрарадыё.фм і заставацца на нашых хвалях. Еўрарадыё.фм. Зноў вітаю, гэта прамы эфір Еўрарадыё. Студыя для вас все еще працуе Міхась Ільін, і все еще у нас в гостях Дима Нарышкин. Все еще. Hello. На чем мы остановились? Про пачатак твоего шляху в стендапе. Да, ну, выступил лет 7 назад. Мне понравилось. Но я не сразу продолжил. То есть были волнами все это. И как-то к этому всему просто пришел и во все тяжкие просто с головой ушел. Дальше шмат хто, ну и с моих знакомых стендап-комиков пошинают с КВН. Угу. КВН был в твоем житии? Да, конечно. Все началось с КВН, с университета. Я закончил нархоз. При нархозе мы играли. Была собственная команда, достаточно очень крутая и хорошая. Попали в более старшую, которая представляла вуз. И потом на базе нашей команды сделали Минский комеди-клаб. А потом мы просто на вольные проекты при Минском комеди-клабе ушли. И занимаются практически все. Но из нашей команды, получается, ну, которая первая была на факультете, вот я вместе со Славой учился Комиссаренко, с Димой Невзоровым, параллельно Паша Кривец, Дима Савиненко, вот наша команда КВН «Совесть». И все занимаются юмором, просто там Димка Невзоров, креативный продюсер лучших сериалов ТНТ, вот, вместе с Денисом Косяковым. Яких это, например? «Зайцев +1», «Остров». Вот. Паш Кривец, тоже креативный продюсер, и тоже этих вот проектов, которые я назвал. Они вот прям крутые там чуваки сидят, и наши родненькие белорусы там делают годный контент. А Дима Савиненко, я не помню, на каком телеканале в Киеве. Вот. Ну, Слава всем известно где. И все как бы и остались заниматься юмором. Як зараз ставишься до КВН? Да, я вообще удивлен, как он не умер. Ну вот серьезно, пусть меня сейчас там насыпется, мне уже за Гренландию насыпали комментариев в личку. Но ошибся чуть-чуть, господи, боже мой. Короче, как я... Да, это классная игра, чтобы в университете понять азы. Но как только ты выходишь в рамки коммерческого амика,
Я не понимаю, почему ты должен делать какие-то взносы за то, что придумываешь шутки и даешь кому-то контент. Я, как стендап-комик, я уже не понимаю это. Я не понимаю, почему люди какие-то не всегда в чем-то успешные в прошлом, даже КВНщики, не всегда. Я разные беру лиги. Я не говорю про высшую. Есть очень много лиг коммерческих. Почему эти люди учат, что смешно, что нет, когда вот сейчас вышла статья с нашими молодыми стендап-комиками на Тутбай, когда вот они говорят, нам редактор сказал, это не смешная шутка. Выходит на открытом микрофоне, говорит, 100 человек смеется. Вот это два парадокса. Ну и вообще, КВН, если удариться в его основу, это игра, придуманная в Советском Союзе. И мне не нравится соревновательная система в юморе, потому что юмор — это чувство субъективное. То, что я и говорил, у меня аудитория из 10 человек, например, 2, я им понравлюсь, 8 нет. Окей, все, я не претендую на эти 8. Тут то же самое. Не знаю. Ну, то есть, я считаю, что КВН, он все, ну, как бы отмирает. Разве есть сейчас КВН на Первом канале, чтобы он такой был остро-социальный, нету. Я говорю, давно не глядел. Я считаю, нету его. Вот. Что с нашим белорусским КВНом? Вообще не в курсе, честно. Я знаю, что есть ребята, которые очень много, которые там, вот лучшие друзья, хорошая команда, прекрасная. Ребята, которые там в Иньязе, они сейчас премьерки, молодцы, умницы. Но я знаю, что они подвержены определенной цензуре, редактуре, хотя там талантливые парни. Мы вас ждем в стендапе. Давайте к нам. У нас платят. Блин, может, поспеем еще про заробки у стендапе вытарыць? Да, давай, можем давай прям... спачатку, можа, Давай. про твою пазіцыю, про твою адзінку менавіта як стендап адзінку. Что есть твое комедийное я, так бы мовить? Ну, ты сам себя позиционируешь? раньше у меня была главная тема, я не пью алкоголь, потому что я алкоголик, и мне это прям вообще не надо. Поэтому у меня было «я не пью». Ну, типа, жить трезвым среди людей, которые достаточно часто употребляют. Ну, если кто-то сейчас смеется, поверьте, среди ваших в семье есть алкоголики. Вы думаете пока что нет. Дальше. Потом так случилось, что я женился. И у меня переключился материал, меня волновало в первую очередь семейные отношения. У меня была прекрасная жена, она была с потрясающим чувством юмора. И на этом очень много строилось. Потом я развелся и очень долго это переживал. Я не мог даже о разводе шутить. Но вот сейчас я уже вошел типа в стадию холостяк. Ну и больше акцент за последних там года 3 у меня все уходит в... Мне сложно себя сатириком назвать, но в сатиру. А сатира — это в первую очередь о социальных явлениях и политических. И меня это волнует, потому что мне 33 года, и меня волнует все, что происходит или не происходит как раз-таки в государстве, в котором я живу, и родина для меня Беларусь. Поэтому я поднимаю какие-то часто темы, и мне пока вроде никто не запрещал их не трогать. Ни разу не прилетало за это, да, решил? Нет, не было ничего, вот ни разу. Не написали, никуда не вызвали. Я очень знаком со своим участковым, хорошо. У нас был какой-то странный разговор, но он такой из разряда «а пошути про милицию». Я пошутил шутку про милицию. Вот. Он сказал: да, это смешно, но больше ее не рассказывай. Вот. Такая справа, што мне таксама хапае жартаў пра палітыку і пра аднаго канкрэтнага палітыка. І вось часта... А что, есть другие разве у нас политики? Ну, все ж таки трошки есть. Ну да. Не настолькі ўплывовыя. Ну да, ну я иронизирую. Ну, я ведаю. Это, і часта нават у асяроддзі стендап-комікаў, ну, тым, якім я кручуся, ходзіць такая тэма, што жартаваць пра палітыку, пра Лукашэнка ў прыватнасці, гэта занадта проста, бо народ з гэтага заўсёды будзе смяяцца, вось, і нібыта прыносіць гэта як некую прад'яву, што ты вось пажартуй не пра гэта, а пра што-небудзь іншае. Як ты сталкивался с этим? Да, я сталкивался. Ну, для меня это конек. Я 3 года тренировался пародировать правильно интонации и голос, и оно стало достаточно хорошо получаться. Не проси, нет, сейчас не буду. Вот.
Приходите просто на стендап-выступление и все сами услышите, увидите. С другой стороны, я не сильно-то и часто хочу это эксплуатировать просто так. Я реагирую только тогда, когда есть некоторое определенное событие, оно вызывает у меня внутри отклик. Ну, там, например, я не согласен с этим тезисом, или наоборот, типа, о, круто. Вот, например, моя позиция, я не критикую и не пытаюсь оскорбить или обидеть действующую власть. Я лишь пытаюсь как стендап-комик, а я считаю, он должен так, кстати, по поводу Зеленского, он должен смотреть на все политические события в стране независимо, не выбирая сторону. Я не выбираю ни одну из сторон. Я выбираю свою сторону и могу шутить. Вот если оппозиционный депутат что-то сделает, я про нее пошучу. Если действующая власть, я пошучу. Если кто-то из них меня пригласит на концерт, с удовольствием. Если кто-то из них скажет, давай за меня агитируй, я скажу, извините, я тогда не смогу быть объективным. Мне кажется, комик должен оставаться просто быть объективным и отражать все, что происходит вообще в социуме. Поэтому есть одно утверждение. У меня один из сокомандников из старшей команды, управляющий и владелец, я не буду называть, кто это, но очень крутой человек в рекламе, в диджитал. И он сказал, что на самом деле стендап-комики — это люди, которые очень круто улавливают инсайты. Все, что происходит в обществе, они замечают это. Вот комедия наблюдения, мы быстрее замечаем какую-то штуку прикольную новую, и потом она уходит. И он посоветовал многим своим креативщикам приходить и снимать инсайты с комиков. Вот такой совет. Поэтому я думаю, что чем лучше будет стендап развиваться у нас в стране, в Беларуси, тем больше мы будем доносить каких-то мыслей того, что происходит. Ну, если ты закранул Зеленского. Да. Сёння, не перамагае, але у него зараз найвышэйшы рэйтынг з усіх кандыдатаў. І як да гэта ставішся ўвогуле? Не задумаешься ли ты? Попробовать? Но это мечта, которая вряд ли сбудется. Не так шмат засталось, в сенсе, да, узроста. Можно с 35, да? С 35, а одно высшее подойдет и второе незаконченное. Вот, как там? Ну, слушай, это круто, это круто. Есть пример, два примера. Если я не ошибаюсь, поправьте меня, не Гренландия, чтобы это чуть что было. Рейган, да, он был... Актером. Актером, да. Но я считаю самый крутой случай, когда как раз в Исландии мэром Рейкьявик, неправильно. Рейкьявик, да, все правильно. Я уже, видишь, сомневаюсь в своих географических. Мэром Рейкьявика стал стендап-комик, который он по панку, там, и он сделал новый свой кабинет, и именно своих всяких замов. И очень круто справился со своей должностью. Но есть и плохой пример в России. Не, я не имею в виду... Нет, это сейчас было... Там же был классный советский комедийный актер. Фамилию сейчас не вспомню. Такой мужик, собирательный образ мужика играл все время. Евдокимов? Евдокимов, да. Но, к сожалению, я правда обожал его. Я в детстве просто смотрел с ним, участие с ним фильмы, и мне просто поражало, насколько он смешной и простой, и класс. Но там не получилось даже экономически. И он еще трагически погиб в катастрофе. Ну, так. Поэтому что по Зеленскому, коротко скажу. Это, конечно же, мощный человек, который отказался от системы АМИКа, опять же, сделал свой АМИК, такой же. Вот. Ну, как бы АМИК. Он называется «Студия 90». Он медийно максимально известен за пределами, в пределах страны. И, наверное, это было уже очевидно. Он перерос вот это вот все. Ну, у него уже продакшены, кино, телеканалы, радио и так далее. Это должно было. Почему нет? Это с одной стороны. С другой стороны, я где-то согласен с тезисом того, что комик должен оставаться комиком и заниматься своим делом. Ну, то есть мы серьезные люди и порой даже грустные. Вот. Это как можно сравнить с тяжелой работой клоуна. Но я считаю, что, наверное, не нам решать, белорусам, что, как там в Украине происходит. Потому что, давайте будем честны, я вообще узнал недавно, что, оказывается, есть понятие «второй тур». Расскажите нам, пожалуйста, что это такое?
Ты хіба не застал 94-й год? Не, я его застал, только я не интересовался этим всем. Разумела. У нас уже хіба не так шмат часу застаецца. Давай распавядзем пра іншую твою дзейнасць, гэта менавіта арганізацыю стендап-мерапрыемстваў. Ну, если про организацию, я просто этим как бы занимаюсь, я не знаю, надо какие-то конкретно. Приносит деньги, не приносит? Да, мне как организатору приносит это какие-то деньги, честно. Здесь уже глупо пытаться. Я конкретных сумм не назову, но скажу, что если можно ли быть просто комиком, выступать и жить за счет этих средств, надо быть крутым комиком, выигрывать. Вот. Есть несколько манимиков. Я ввел на открытом микрофоне просто как бы дополнительно стимул, что лучше бит, шутка или выступление тоже поощряется. Гонорары по воскресеньям. Каждое воскресенье в баре «Койот» я делаю шоу, где основа — это комик, которого я привожу из ближнего зарубежья, Украина, Россия в основном. И есть 2-3 комика местных с качественным, крутым материалом, у которых уже подготовлено выступление. Там я плачу гонорар. Все по-честному, все в рамках рыночных отношений. Вопрос в другом, что у нас нет индустрии. В принципе, шоу-бизнеса. Как ни крути, я ненавижу слово шоу-бизнес, но стендап — это часть шоу-бизнеса. А у нас нету шоу-бизнеса. Почему? У нас нету денег. Как только появятся деньги, появится шоу-бизнес. Появится шоу-бизнес, появится возможность зарабатывать комедии. Окей, штотыдзень ты праводзіш зараз мерапрыемства ў «Койоце». Да, Клуб каждое «Койот». воскресенье, да. У тебя привозы. Да. Распавядзі, по якому прынцыпу ты запрашаеш замежных комікаў? Хто яны павінны быць? Мне в основном, ну, это комики, ну, первый эшелон я не повезу, они собирают уже 1000. Вот у нас Казаминск, Дом офицеров. Вот. Ну, агуч, кто такие первые эшелон, который разумел? Комики с ТНТ, главный, основной состав. У них большие гонорары, это уже реально звезды. Я не могу такое привести в бар «Койот», потому что это астрономические деньги для такого места. Я 2-й, 3-й эшелон — это комики, которые вот в разных тех же телевизионных проектах, но менее примелькались, и у них меньше эфиров. Но они не менее смешные. Комики типа 3-й, 4-й эшелон, у них нет эфиров, у них, возможно, есть YouTube. Сейчас очень много комиков идут в YouTube. У меня канал. Я так сама наведу. Да, я не знаю, почему ты еще не завел себе канал. Я считаю, что у каждого стендап-комика должен быть свой подкаст и свой YouTube-канал. Я сейчас не с иронией говорю, не стебусь, потому что в США у всех комиков есть свой YouTube-канал и есть свой подкаст. Ну, я уже нашел одно место, где можно записывать подкаст. Вот, да, да. Осталось только Петровича взять в долю. Петрович, огласи нам, пожалуйста, суммы. Договоримся. Все, ребята, работаем. Сапраўды. До рэчы, вось шмат комікаў сыходзяць у YouTube. Як ставішся да ТНТ? Бо недавно был фестиваль ТНТшны, где набирали комиков. Кастинг. Ну, кастинг. Фестиваль, где набирали комиков для проекта «Открытый микрофон», который на ТНТ проходит. Я ведаю, что с Минску поехала такая банда, ну, человек 10 хиба. Вообще с Беларуси в целом. Ну, так. Да, ну, да, очень хороший состав, очень крутые ребята. Да, все, кто доехал туда, они ставили цель, там есть же, ты знаешь, эти залетные, которые пришел, и он выходит реально на сцену и говорит: у меня сегодня первое выступление. Куда ты пришел? Тут люди годами работают, там материал. Вот. Да, Беларусь и, кстати, Украина. Беларусь и Украина не прошли в новый сезон. Добре, мне уже Петрович показывает, что треба трохи скончивать, закругляться. Ну, все. На жаль, мы это не обмерковали, але, может быть, ты хутким часом до нас еще прийдешь, и шмат чего обмерковать, то приходь, может, на наступным тыдні, коли будете вольный час, еще что-нибудь обмеркуем стендап-комедию в Беларуси и не только. Да пройдемся по новостям. Пошутим. Да. Это был прямой эфир Еврорадио. В студии для вас працаваў Міха Селін. Гость нашей студии был Зміцер Нарышкин. Доставайтесь на хвалях Еврорадио. Еврорадио. Злови свою хвалю.